Татарское книжное издательство выпустило в свет новый исторический роман «Великая Орда». Его автор – казанская писательница Ольга Иванова. Исторический роман посвящен событиям и известным личностям Золотой Орды конца XIV – начала XV века. Ольга Иванова – руководитель русскоязычной секции Союза писателей Татарстана, лауреат Республиканской литературной премии имени Державина, член редколлегии Казанского альманаха, неоднократный победитель республиканского конкурса «Книга года» у нас сегодня в студии. А также у нас в студии Венера Шамсудинова, заместитель главного редактора Татарского книжного издательства. Здравствуйте. Доброе утро. Ольга, первый вопрос вам. О каких именно героях идет речь в этом романе? В чем заключается особенность сюжета? Этот роман, он по охвату своих событий, по временному промежутку, по важности происходящих событий в Золотой Орде, он, в общем-то, это эпопея. И главных героев там много. Именем практически каждого там названа 5 частей в этом романе. Это хан Тохтамыш, Эмир Эгей, Джалюиддин, Мухаммад и Махмуд. Это сын Улу Мухаммада, который, в общем-то, считается у нас первым казанским ханом. И вот учитывая, что роман исторический, насколько точно вы придерживаетесь исторических фактов, появляется ли, возможно, желание приукрасить личности героев, характеры приписать? Ну, мне принципиально, чтобы исторические документы все были использованы в романе, чтобы роман был как можно ближе к исторической действительности. Поэтому приукрасить, значит, ну, мы, естественно, не знаем, какой характер действительно был у этих героев. Да, мы смотрим только по их поступкам, по событиям, как они реагировали на эти события. Соответственно, вот из этого выходят герои и их характеры. Венера, большое количество книг издается, а вот насколько часто издаются исторические романы и насколько они востребованы? Вообще, вот этот жанр исторический, он достаточно востребован. Если так говорить, он входит в тройку лидеров. Это первое детское, второе художественное, третье это историческая литература. Но именно художественный роман, который написан в историческом формате, да, исторический роман, он, конечно, очень особенный жанр и требует большой, огромной работы автора. И вот хотелось бы сказать несколько слов об Ольге Ивановой. В предыдущие года у нас выпущены были книги в рамках трилогии «Повелительницы Казани». Это Сюмбике, Гаугаршат и Нур-Султан. Вот Нур-Султан сегодня нету здесь, потому что она уже распродана. Ее нет. И вот буквально вчера поступало обращение к нам, когда вы вновь пересдадите эту книгу. Эти романы очень востребованы. И действительно не зря Ольга Иванова победитель республиканского конкурса «Книга года». Очень читабельный автор. И по сей день с нетерпением ждут ее новые романы. «Великая Орда» вышла, выпущена тиражом 2000 экземпляров. Большая часть тиража уже поступила в библиотеки республики и также в продажу. Поэтому пока есть в наличии, приглашаем, чтобы познакомиться с этим действительно необычным романом. И Ольга Иванова настолько кропотливо относится к каждому изданию с точки зрения вот именно подачи этой исторической информации. Очень много, насколько я знаю, Ольга провела времени несколько лет, да, над сбором вот этого всего материала. И вот передать через роман то, какие были события тех времен, это особое искусство. И вот снова вопрос вам, Ольга. Вот вы пишете исторические романы. Получается, вы пишете о правителях Золотой Орды и о правительницах Казанского ханства. И вот о ком все-таки труднее, сложнее писать? О мужчинах или вот о женщинах? Мне, как женщине, конечно, писать сложнее о мужчине, потому что, соответственно, мне сложнее разобраться в их психологии. Но по трилогии, судя по трилогии, как бы я могу сказать, что у меня же там тоже были герои ханы, соответственно. И, видимо, поскольку читатели, у меня и мужчин очень много читателей, они все, в общем-то, хорошее мнение о книге высказывают. Соответственно, видимо, я с этой ролью справилась. Надеюсь, что и в Великой Орде будут такие же отзывы. И я справилась с этим. Ну да, будем, конечно, читать книгу.